История абхазских спецслужб неразрывно связана с историей государства и формировалась в сложный период освободительной борьбы народа Абхазии против грузинских оккупантов. 4 декабря 1992 года указом Президиума Верховного Совета Республики Абхазия создается Служба безопасности Республики Абхазия. Во время этой кровопролитной и поистине трагичной войны сотрудниками службы было добыта масса ценной информации разведывательного характера об обстановке на территории, занятой противником, о его планах и намерениях. Объединившись на неоккупированной территории Абхазии и используя оперские навыки, проявив умение и мужество, они внесли свой вклад в дело победы. Немало наших сотрудников удостоены высших боевых наград. Среди них те, кто впоследствии возглавил ведомство, и те, кто преданно служат правому делу до сих пор. Мне повезло работать рядом с Владиславом Григорьевичем Арзамбом. Одна из тех личностей, которая все-таки в самые сложные времена вела государство в правильном направлении. Работа проводилась в том числе по охране границы. На тот момент границу охраняли отдельные опорные пункты, в котором службу несли резервисты. Сменяли друг друга. Резервисты – это те подразделения, которые сформировались еще во время войны, и вот они выезжали, сменяли друг друга. Становление происходило наших пограничных соединений. Во время войны, после Гагринской операции, указом президента были созданы пограничные войска. Они были как отдельная структура, подчинялись непосредственно министру обороны и президенту. А затем они влились в службу безопасности. 4 декабря уже, через 2 недели после формирования пограничных органов, был приказ о формировании органов государственной безопасности Республики Абхазия. Объединение произошло в марте 1993 года, когда пограничные органы республики были переданы из Министерства обороны в службу государственной безопасности. Противник у нас был активный, противник был серьезный, и поэтому знание намерений и планов ближайших – это как бы одна из задач, которая стояла перед нами, которая требовала от нас руководства. Сразу после окончания войны служба государственной безопасности в Гальском районе начала осуществлять свою деятельность, как и все остальные структурные подразделения. Конкретными задачами перед службой государственной безопасности стояли обеспечение безопасности народа, охрана государственной границы. Грузинским спецслужбам, естественно, было легко подработать в Гальском районе, потому что Гальский район населяет почти 99% это грузиноязычное население. Им всегда удавалось устанавливать какие-то контакты оперативные для того, чтобы на территории Гальского района проводить свою определенную идеологию для того, чтобы дестабилизировать общество в Гальском районе. Известные события в 1998 году, майские события, мы как бы их прогнозировали, и не то что прогнозировали, мы имели достоверную информацию, которую постоянно докладывали руководству, о намерениях противника, о тех действиях, которые уже предпринимались на территории Гальского района. И поэтому, вот, благодаря тому, что мы все-таки упреждающие действия какие-то провели, мы смогли потом в дальнейшем, фактически в течение 6 дней, решить эту серьезную проблему, потому что вопрос стоял о том, что фактически грузины были готовы открыть новый фронт, как говорится. Первостепенная задача стояла отсечение Гальского района от основной территории Абхазии, ну а в случае дальнейшего успеха, естественно, продвижение вглубь территории. В 1998 году для достижения целей по защите и предотвращению террористических актов со стороны Грузии был создан специальный отряд быстрого реагирования. Сперва называлось это СОБР, специальный отряд быстрого реагирования. Потом оно было переименовано, и задачи были расширены, антитеррористический центр. А потом уже было принято решение это подразделение, этот центр уже включить в службу государственной безопасности. Почему?
Задача была такая. Мы всегда работали совместно со службой государственной безопасности. И та информация, которая приходила и обрабатывалась в службе государственной безопасности, в частности отделом ГАЛа, то вот она и доводилась до этого подразделения. Они уже отрабатывали оперативную информацию, которая была необходима и доведена была до сотрудников. Чтобы не дублировать и чтобы не удлинять этот путь доведения информации, было принято решение руководством страны включить уже Центр специального назначения, службу государственной безопасности. С окончанием войны активизировалась агентурная и диверсионно-террористическая деятельность врага, и перед службой встали не менее важные задачи. Мы столкнулись с такой беспрецедентной, значит, с террористической войной, которая обрушилась. Она была не менее, значит, сложной, значит, опасной, значит, для нашего народа. Это, я напомню, взрывались, значит, подъезды домов, расстреливались колонны, значит, наших правоохранительных структур, значит, это милиционеры, это таможенные, значит, представители таможенных органов, пограничных органов. Это наши руководители местных органов власти. Суровый экзамен для нашего, значит, народа. Против сотрудников проводили диверсионно-террористические акты, в результате которых у нас погиб начальник районного отдела госбезопасности, комендант пограничного участка тяжелые ранения получил. Руслан Габли, значит, к своему молодому возрасту еще, значит, он был одной из таких ярких личностей, значит, такой блестящий офицер. Грузинские спецслужбы, значит, нацелились непосредственно вот в отношении старшего лейтенанта Габлия. Были направлены, значит, вот, представители спецслужб в лице их агентов, значит, и было передано закамуфлированное взрывчатое вещество. Я предполагаю, что Руслан этот пакет вызвал опасения, значит, почему и он попросил покинуть помещение, значит, вот своих коллег. Конечно, значит, это была его, на мой взгляд, это роковая ошибка, значит, что он скрыл этот пакет. Лейтенант Руслан Габли при исполнении долга получил тяжелейшие ранения и впоследствии был переведен в статус офицера в отставке. Грузинские спецслужбы делали все возможное для того, чтобы здесь, на территории Абхазии, дестабилизировать обстановку. Жертвой диверсионно-террористического акта, совершенного в 2008 году, 6 июля, стал начальник Гальского отдела Мурат Ядженцов Владимирович. В центре города был осуществлен теракт, взрыв, в результате чего вместе с ним погибли еще 4 граждан Абхазии. Наш пограничник Сулхан Гумба, работник миссии ООН, переводчик, фамилия Ладвилава, местная девушка по фамилии Торва. Я хотел бы, значит, вот подчеркнуть, что наш противник не гнушается ничем. Да. Он находит, значит, молодых, слабых, неокрепших духом, значит, людей. Вот. Он воздействует на них, значит, зачастую, я предполагаю, и угрозами в том числе, значит, принуждая их к сотрудничеству. Хотелось бы отметить существенный вклад в безопасность страны полковником Эдуардом Юрьевичем Иминзаде. С военного периода работал по линии внешней разведки, находился в глубинной разведке. По роду своей деятельности Эдуард Юрьевич имел уникальные возможности на самом деле. Человек, который с периода нашей Отечественной войны занимался разведкой. И много чего, конечно, рассказать невозможно. Еще хотел бы отметить, что уникальность этого человека в том, что он знал множество языков. И не только знать языки, он прямо именно определенным таким акцентом, именно тем местным мог выражаться. И это упрощало работу. Я считаю, что этот человек большой вклад внес в безопасность нашей страны. И в целом
Я сам лично, наверное, многому от него научился. Во многом благодаря той информации, которая могла добываться возможностями МНЗД, многое было устранено. И с учетом важности его личности, грузинские спецслужбы неоднократно планировали и осуществляли на него покушение. Одно из последних, конечно же, унесло его жизнь, к великому сожалению. С признанием нашей страны в 2008 году на новый уровень вышло материально-техническое обеспечение органов государственной безопасности, которое позволяет нам более качественно выполнять поставленные задачи руководством страны. Основная цель была создать условия для нормальной деятельности всех оперативных подразделений, вспомогательных служб, пограничного отряда. И были внесены существенные изменения в секретное делопроизводство. Как вы знаете, это является основой основ сохранения, всей информации, его дальнейшего использования. В 2009 году с Российской Федерацией был подписан договор о совместных усилиях по охране государственной границы Республики Абхазия. Активизировалась работа по охране рубежей нашей Родины, оперативная обстановка в целом претерпела колоссальных изменений. Для службы государственной безопасности начался новый этап развития, этап сотрудничества и взаимодействия с Федеральной службой безопасности России, совершенствование материальной базы внедрения оперативно-технических средств, методик и технологий. За последние 10 лет был предотвращен ввоз контрабанды на общую сумму 26 миллионов 300 тысяч рублей. Задержано более 28 тысяч нарушителей пограничного законодательства. Выявлено более 110 лиц с поддельными документами. 160 лиц привлечены к уголовной ответственности. ФСБ России по сей день оказывает всестороннюю помощь в направлении противодействия диверсионно-разведывательной деятельности грузинских спецслужб. В том числе проводятся плановые совместные учения. Группам даю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, штурм. Особое внимание в работе спецслужб Грузии уделяется гражданам Абхазии, в первую очередь выезжающим на территорию Грузии. Под предлогом оказания содействия в получении медицинской помощи, кредита, выезда за рубеж и тому подобное, наши граждане незаметно для себя оказываются втянуты в противоправную деятельность. Так, в июле 2008 года сотрудниками СГБ была задержана жительница Абхазии Шадания Диана Вадимовна, которая устанавливала и фотографировала важные объекты оборонного значения. Приговором Верховного суда Шадания осуждена к 19 годам лишения свободы по статье 274 Уголовного кодекса Республики Абхазия «Шпионаж». В июле 2010 года разоблачен агент спецслужб Грузии Симачева Ирма Романовна, которая собирала сведения, составляющие государственную и военную тайну за вознаграждение.
Уголовное дело возбуждено по статье «Шпионаж». 19 мая 2022 года Следственным отделом СГБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса «Государственная измена» по отношению гражданина Республики Абхазия и Российской Федерации Буаба Даура Тареловича. Используя средства информационно-телекоммуникационной сети интернет, Буаба осуществляет пропаганду присоединения суверенной Республики Абхазии к Грузии в качестве автономной республики. Службой госбезопасности была задержана гражданка Грузии Такаладзе Кристина Велодиевна, которая, действуя умышленно по заданию иностранной разведки, занималась реализацией своих преступных намерений, направленных на сбор и передачу представителям спецслужб Грузии сведений, составляющих государственную, военную и иную охраняемую законом Республики Абхазия тайну. В отношении Такаладзе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 274 Уголовного кодекса «Шпионаж». Основной задачей спецслужб Грузии являлось через агентурный аппарат заинтересовать граждан Республики Абхазия на организацию каналов контрабандного вывоза различных ядохимикатов и радиоактивных веществ из Абхазии в Грузию, с последующим их задержанием и освещением проведенной работы в средствах массовой информации для вышеупомянутой цели. Была проведена контрразведывательная операция, по результатам которой были пресечены все попытки контрабандного вывоза химических веществ гражданами Республики Абхазия на территорию Грузии. Был инициирован приезд в Республику Абхазию представителей госкорпорации «Росатом», которые вывезли изъятые в ходе оперативно-розыскных мероприятий вещества для последующей их утилизации. В октябре 2013 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту исчезновения в сентябре 2012 года граждан Российской Федерации Климантовича и Скореневой были задержаны 5 граждан Республики Абхазия. Согласно показаниям ряда задержанных, ими были совершено похищение и убийство указанных выше лиц. Тела их были найдены в заброшенном колодце в селе Адзюбжа Чемчирского района. Результатом деятельности службы государственной безопасности в разных этапах были выявлены и привлечены к уголовной ответственности 9 человек из числа УПГ. За последнее время было выявлено и привлечено к уголовной ответственности 23 наркодилера, которые, соблюдая строжайшие меры конспирации, занимались реализацией наркотиков на территории Республики Абхазия. Наиболее значимым комплексом оперативно-розыскных мероприятий можно выделить противодействие транснациональной организованной группе, состоящей из числа выходцев Центральной Азии. Результатом проведенной работы с лета 2022 года является пресечение противоправной деятельности, указанной ОПГ на территории Республики Абхазия. В селе Дурыбшку Даутского района был выявлен и изъят схрон в больших количествах огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Была установлена причастность представителей Джамата в организации исполнения в 2012 году диверсионно-террористического акта в отношении президента Республики Абхазии Анкпаба Александра Золотинскевича, а именно покушение на его жизнь путем подрыва СВУ и обстрела автоколонны президента Республики Абхазии, в результате чего от осколочных и огнестрельных ранений скончались сотрудники Государственной службы охраны ЦУГБА и Пандария. Была выявлена и пресечена преступная деятельность организованной группы, действовавшей по поручению руководителя подразделения Международной террористической организации «Имарат Кавказ», осуществлявшей противоправную деятельность, направленную на создание на территории Республики Абхазия пособнической базы незаконных вооруженных формирований, организацию схрона оружия и взрывчаток с целью их последующего использования под подпольем, действовавшим на территории северокавказских регионов России, организации террористических актов на территории Краснодарского края России во время Олимпийских игр 2014 года. Как пример, на момент проведения чемпионата мира по футболу в Российской Федерации 2018 года проводилась работа по выявлению лиц, причастных к международным террористическим организациям, в результате которых были выявлены 6 граждан из Центральной Азии, которые через партнерские каналы Федеральной службы безопасности были переданы обратно с целью проведения дальнейших ОРМ. Последовавшее признание независимости республики повлекло за собой значительный приток инвестиций в бюджетную систему Республики Абхазия. В результате реализации мер по борьбе с экономическими преступлениями по материалам оперативно-розыскной деятельности отдела было возбуждено 25 уголовных дел, пресечено 26 попыток контрабанды, в том числе ювелирных изделий, лома, цветного и черного металла. Следует отметить, что важным направлением деятельности подразделения также является противодействие легализации отмывания денежных средств, добытых преступным путем, или финансирования терроризма.
Необходимо отметить, что за отчетный период из числа резонансных материалов оперативно-розыскной деятельности отдела привлечен к уголовной ответственности и впоследствии осужден генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Абхазавтодор». Также привлечен к уголовной ответственности экс-министр культуры Республики Абхазия за присвоение и растрату в особо крупном размере. В ходе мероприятий по борьбе с незаконным подключением к энергосистеме Республики Абхазия оборудования по добыче криптовалют выявлено и демонтировано около 6500 единиц оборудования. Сегодня, во времена глобальных вызовов, связанных со сложной международной обстановкой, повышаются требования и к сотрудникам СГБ. В целях повышения уровня профессиональной подготовки сотрудников оперативных подразделений была создана боевая группа, направленная на повышение уровня боевой подготовки сотрудников с отработкой специальных тактических действий в особых условиях. Проведена огневая подготовка из различных видов стрелкового оружия. Были осуществлены учебные выходы по пересечению угорно-лесистой местности с использованием специальных технических средств, в том числе с применением беспилотно-летательных аппаратов. Приобретенные навыки сотрудников совершенствуются на постоянной основе. Общая команда. Выгружаемся. Ядро, и потом 64-й замыкающий. Выходим, все, продолжаем движение. Группа остается занять грудовую оборону. По левую сторону. Слева, справа. Попасть в специальное подразделение можно любому молодому парню, который пройдет специальный курс и пройдет определенные испытания. Удержаться в таком подразделении очень непросто. Еще и моральный дух должен быть высокий. Без этого продержаться будет практически невозможно. Но если ты подготовлен, если у тебя уже есть знания, то у тебя все получится. Все это не просто красивая работа и престижная, скажем так, работа. Хочется пожелать молодежи, чтобы приходили служить своей стране, особенно специальные подразделения. Страна нуждается в таких людях. Сегодня очень тревожно. Все, что происходит вокруг нас, оно и нас касается. И поэтому, прежде всего, чтобы свои задачи они выполняли в мирных условиях. Чекист должен быть с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками. В этот праздник, когда мы отмечаем 30-летие, хотелось бы всех офицеров, всех военнослужащих органов государственной безопасности Республики Абхазия поздравить искренне, пожелать всем успехов, мира, благополучия, чтобы всегда самым достойным образом справлялись с возложенными обязанностями, связанными с обеспечением безопасности нашего государства.
Уважаемые коллеги и ветераны, искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, а также успехов во благо процветания нашей Родины Абсна.